Доктор Бахсам, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну, спасибо за вопрос. Я уроженец Святая Земля, Палестина. Родился 13 марта 1962 году во второй город, самый старый город в истории, второй город Газа. Я сын педагогов, и моя мама была педагог, и мой отец был в начале жизни педагогом. Мама работала в Организации Объединенных Наций, и мой отец с молодостью восстал на освобождение свою родину. И в 40-х, 50-х годов он жил в Египте, когда уже Палестину оккупировали, студентом был. И там он в Египте создал Союз палестинских студентов, в котором он пригласил палестинские активисты. Среди них был Ясер Арафат, был Салах Халаф, были много таких людей, которые потом через 20 с лишним лет стали руководителями Палестины. И у нас в семье 7 детей. И каждый в жизни состоялся, независимо от того, что и оккупация, изгнание. Когда мне было 5 лет, мой город Газа уже стал оккупирован. Вот представьте, 5 лет мне было. А в 1948 году моей маме было 14 лет, когда Израиль оккупировал Палестину, 78% Палестины оккупировал, и изгнали из города Аль-Лид. Город Аль-Лид, там, где аэропорт, который называют Бен-Гурион сейчас. Вот. Маме было 14 лет, у нас была мебельная фабрика, у нас был коттедж, у нас было 50 гектаров плодородная земля. Я помню по рассказам моей мамы и бабушки, какой инжир вкусный был, какие там фрукты, абрикосы, которых в мире аналогов нет, персики, какие оливки были, из них делали оливковое масло. Они настолько всю жизнь рассказывали в отчаянии, со слезами в глазах, как они мечтали всю жизнь возвращаться домой. Моя бабушка, мамина мама и дедушка всегда держали дома ключ от дома, они надеялись возвращаться, держали документы о том, что это наша собственность. И им-то в 1948 году, когда Израиль образовали, сказали, сейчас уходите на 5-6 дней, военные действия закончатся и вернетесь. И вот 76 лет почти прошло, им не разрешили вернуться. Вы понимаете? 15 мая будет 76 лет оккупации Палестины. Кому было 1 год, сегодня 77 лет. Вы можете себе, моей маме сейчас 90 лет. И всю жизнь она мечтала хоть 1 день вернуться домой и умереть дома и быть похоронена там. Понимаете, понятие Родина, это не просто какой-то кусок земли. Это не просто какая-то недвижимость. Родина – это там, где похоронены веками кости наших отцов, дедов. Вот как в России. Россия, каждый кусок в России пропитан кровью, которую отдали великие отцы ваши, деды, за то, чтобы Россия была свободной от любого оккупации. Чтобы вы жили сегодня, чтобы ваши дети, внуки будущие могли дышать кислород, могли говорить с любовью о родине, могли петь на русском, могли стихи сочинять, могли книги писать, могли работать, жить и дальше продолжать свой род. Поэтому человек, который лишен родины, он лишен всего на свете. Смысл жизни его теряется. Родина – это любовь, это на словах не перескажешь. Поэтому, когда я изучал историю России, когда я изучал многострадальная Россия, которая подвергалась нападению, Наполеон Бонапарт дошел до Москвы, сжег Москву, и русские дошли до Парижа. А потом сказали, ладно, мы вас прощаем. Это такая душа, я не понимаю, это столько у нас были погибших людей, столько у нас имущества, сколько разруха. И несмотря на это простили и вернулись. То же самое Гитлер уничтожил
больше 40 тысяч городов и поселков и деревень. Первые 3 месяца он захватил 2/3 СССР. 3 миллиона 800 тысяч военнопленных забрал. Столько у нас погибло людей. И хотя в цифрах говорят 28 миллионов, но у меня друг герой России, Кураков Валерий Викторович, который занимается поиск пропавших без вести во Второй мировой войне. И он за полвека пришел к Владимиру Владимировичу Путину, поставил на стол цифры настоящие. Сколько погибло в России за Второй мировой войны. И оказалось, 19 миллионов военных, 23 миллиона мирных жителей и еще несколько миллионов, которые в других ситуациях. Больше 52 миллиона погибли. И он сказал Владимиру Владимировичу об этом и показал цифры. Но это была довоенная операция. Владимир Владимирович сказал, давай сейчас об этом не будем говорить. Но это в интернете есть, вы можете его найти. Он об этом рассказывает. Он даже у нас присутствовал на выставках и об этом говорил в Истра, где Новый Иерусалим. Вот. Поэтому я извиняюсь, если я долго говорю, просто душа, сердце переполнено такие ощущения и эмоции. А слушаю дальше. Расскажите о своем папе, какую роль он сыграл в вашей судьбе. Папа, вот он ушел 28 лет назад из жизни, но по сей день он играет главную роль в моей жизни. Когда даже я был молодой совсем, и не знали иногда, как поступать, а отца нет. Я всегда думал, как бы мой папа сейчас в такой ситуации поступил. И пытался угадать. И так же поступал и успешно прошел. Мой папа, когда провожал меня в аэропорту больше 40 лет назад в России, сам за рулем был, и мне говорит, сынок, я тебя немного вещей положил, сумки только самые необходимые. Я тебе деньги дам, ты там в России покупай одежду такая же, как русские одевают. Ты кушай, как они кушают, то, что они кушают. За исключением того, что у нас запрещено алкоголь и свинина. Если там в общежитии тебя поселят, и с тобой будут 5, 6, 7 студентов, соглашайся в одну комнату, не капризничай. Ты должен знать одно. Эти люди в России, это очень благородные люди. Они не богатые, но они, благодаря их, они отрывают от себя хлеб, чтобы поддержать народы, борющихся за свободу. Большинство стран Африки, Азия, Латинская Америка, они помогли освободиться от колониализма. Они всячески их поддерживали. Они помогают арабским странам, они помогают Палестине. Поэтому, сынок, ты не вправе отличаться от них. Ты не вправе думать, что ты лучше их. Ты не вправе кушать лучше, чем они кушают, или одеваться лучше. Одевают серию, одевайся серию. Кушают макароны, кушай макароны. Кушает картошка, кушай картошка. Понял, сынок? Если ты думаешь, что ты лучше, то ты ошибаешься. Когда ты закончишь учиться и будешь работать, заработаешь сам, живи как хочешь. А пока я на тебя трачу, я тебя не позволю себя хоть чем-то отличить от этих людей. Люби этих людей, будь для них другом. Никогда не предай никого. Никогда не дружись с человеком, который обманывает или врет. Потому что если человек врет, он может даже и предаст. Просто людей прости. Если они в чем-то тебя обидели, не обижайся. Прости и иди дальше вперед. Обида тебя будет мешать сильно развиваться. Ты будешь постоянно думать об этом случае. Ты не будешь думать новые идеи. Ты не будешь развиваться. Ты просто запомни, сынок, ты родился человеком. Живи человеком. И уходи из жизни человеком, который сделал мир лучше. Вноси добро
куда бы ты ни шел, в любом месте, в любая дыра в мире, оставь добрый след, оставь теплоту. Если ты это не сделаешь, ты зря проживаешь свою жизнь. В тот день, сынок, если ты встретил новых людей, если они для тебя не стали друзьями, значит, ты неудачник, сынок. Значит, ты не смог быть искренним с ним. Будь искренним, никогда не обманывай, не ври. А еще, сынок, мое завещание для тебя. Если по неосторожности в жизни нечаянно ты совершил какое-нибудь правонарушение или даже преступление, может быть, кого-то задавил на машине, ты нечаянно, не специально, и в суд пришел к тебе адвокат, и тебя хочет научить 2-3 фраз сказать, чтобы тебя освободили. И ты знаешь, что это неправда. Не слушай его. Скажи правду, если даже будут тебя казнить. Лучше пускай тебя казнят честным, порядочным, чем ты будешь жить 1000 лет врунья и обманщик. Вот все, что я от тебя хочу. Еще, сынок, если когда-нибудь тебе будет очень плохо, даже будешь голоден, и ты захочешь чужую взять, отруби сначала свою руку, которая поднимется на чужую, и не поднимай ее на чужую. Вот так мы воспитаны. Почему, скажите, пожалуйста, почему выбор пал именно на Россию? Это очень просто было. Я о России ничего не знал, если честно, когда был выбор. И мне сказал Ясер Арафат: вот можешь в США, можешь в Россию. Есть бюджетное место. Я говорю, а какая разница между ними? Был железный занавес, а Россия мало кто что-либо знал. Он говорит, разница в том, дорогой, что Россия – это страна, которая живет не только ради себя, она ради других народов и других стран живет. Она всегда другом для всех. Она для палестинского народа настоящий преданный друг. А США – это который помогает Израилю уничтожать Палестину, и который вооружает Израиль, и который благодаря их оружию уничтожается полностью все наши мечети, церкви, наша культура. Благодаря Америке у нас беженцы, больше половины народа беженцы во всем мире. Поэтому выбор, я говорю, уже выбор сделан. Какой там выбирать? Я пойду к друзьям. Какой там мне, зачем мне туда? И вы знаете, я ни капельку не жалею о том, что я выбрал Россию. Я просто выбрал жизнь. Я просто выбрал русский мир. Запомните, я всегда всем говорю, кто не родился в России, кто не учился в России, кто не жил в России, кто не посетил Россию, кто не познал настоящая русская душа, русское сердце, он просто зря провел свою жизнь. И он ничего не знает о жизни. Россия – это есть счастье, это есть радость. Россия – это есть справедливость. Россия – это есть гуманизм. Россия – это есть добра. Россия – это есть любовь. Россия – это есть гарантия мира. Это оплот мира. Вот для меня, что значит Россия. Россия – это страна ученых, страна профессоров, страна изобретателей, страна космоса. Россия – это страна, на которую ни одна страна в мире не похожа. Они ведь разрушили Советский Союз. За что? За что все эти заговоры против России? Как сегодня один прекрасный человек нас сопровождал, отец Константин, да? Сопровождал экскурсия, сказал, Россия всегда кости в горло тем, кто хочет ей зла. Поэтому наша любовь к России передается нашему народу и другими народами. И я, честно, когда даже покидаю Россию,
первые 1, 2, 3, 5 дней, может быть, что-то где-то интересно, а потом начинаю скучать по России. Хочу домой, хочу в Россию. Россия мне подарила семью, подарила детей. Мои преподаватели, педагоги русские. Россия мне подарила любовь, и подарила знания, и подарила жизнь. Поэтому я призываю всех, любите Россию. Россия заслуживает, чтобы ее любили делом, не просто на словах. Все делали для того, чтобы она процветала, чтобы она продолжала свой путь, сложный, многострадальный путь, но он честный путь. Имя моего отца Фатхи, его дедушка Мухаммед Касим, а фамилия Аль-Балауи. Оно относится, эта фамилия, к месту рождения отца Бала. И, наверное, один из первых, кому ему передали эту фамилию, моему отцу, когда он еще учился в Каире в 40-х годах. И он вместе с Ясером Арафатом тогда, когда они учились, жили в одной квартире 5 лет. В месте, которое называлось Руак-Шавам в Каире. Поэтому это... И моя мама, когда вышла замужем, пришли к нам домой, чтобы ее обручать, моему дедушке и бабушке, Ясер Арафат и вся руководство Палестины. Они тогда не были руководители Палестины, они были, как она была тайная организация, сложная Палестина. И они пришли к моему дедушке и бабушке, у нас так и было принято. Так просто, как сейчас, познакомился, поехал, гуляли, такие вещи нет. Там ты даже девушку не видишь. Максимум она может быть, когда беседа проходит, если родители разрешат, она кофе подаст или чай, все, и уйдет, чтобы ты заглянул. А так ты понаслышком. Ты должен охарактеризовать тебя или рассказать о ней кто-то там через кого-то, и чтобы ты вот, и ты потом уже во время процесса жизни будешь влюбляться. А в России наоборот, сначала любишь и так далее, потом начинается страдание. А у нас сначала страдания, как увидеть, как узнать, как познать. Все сначала страдаешь, и только потом уже начинается жизнь и любовь, и детей. Но это традиция, сейчас тоже мир открытый, свободный мир, и сейчас, конечно, молодежь учится в других странах и так далее, но у нас приоритет семья. Мы в год семья в России, и мне очень сильно нравится то, что Россия хотели, они погубить, хотели, чтобы тоже был родитель 1, родитель 2 и все остальное. Слава Богу, что им этого не удалось сделать. И не удастся. Я никогда не забуду, когда приезжал ко мне Михаил Сергеевич Горбачев в начале 90-х годов в Чебоксарах. Ко мне сначала приехала делегация, 3 человека. И сказали, что сначала звонили, хотим встретиться, мы от Михаила Сергеевича. Я говорю, слушаю вас. Был один профессор из Санкт-Петербурга, был один его помощник и был 3-й человек. И они мне говорят, Михаил Сергеевич хочет приехать в Чебоксарах и хочет с вами встретиться. Я говорю, откуда он обо мне знает? Он знает о вас. Я говорю, пожалуйста, я не против. То есть принципиальное согласие есть? Я говорю, пожалуйста, я не против. Хорошо, мы ему сообщим, потом будет известен результат. Через 10 дней они звонят и говорят, можем к вам приехать? Я говорю, пожалуйста, приезжайте. Приходят и говорят, он предлагает встречу осуществить в администрации президента Федорова, президент Чувашии, чтобы там видели в кабинете, вы там встретитесь. Я говорю, давайте так, у меня свой ресторан Палестина, так называется Палестина, в центре Чебоксары. Тогда был, у меня сейчас нету. У меня есть где встречаться, я его приглашаю к себе. Мы ему передадим, если он согласится, вам ответим. Проходит еще 10 дней, они звонят и приходят. И говорят, он дал согласие. Определили дату. И в этот же день, конечно, закрыли все дороги, все улицы и так далее.
приехал Горбачев, я вышел на улицу встречать. Ко мне тогда приехал президент компании «Суэцкий канал», всемирно известный «Суэцкий канал» Фаиз Ханна, личный друг Мубарака, президент египетский, он работал 16 лет военными летчиками. Приехал Горбачев и руководство Советского Союза с ним. Заходили, сидели, всю ночь у меня сидели. Я задал, Горбачев мне рассказывал, как он боролся за Палестину, как он отверг план США, госсекретарь Шульц по Палестине, который хотел ликвидировать надежды палестинцев о государстве и так далее. И хотел изолировать Арафат. И он говорит, что он стоял на сторону Организации освобождения Палестины, отверг этого плана, сказал, не пройдет, мы, Советский Союз, не согласны. Вот. И он сказал, я много сделал ради того, чтобы Палестина была. Я ему тогда подарил свою книгу, которую я издал в 1992 году на русском языке. Я защитил диссертацию в 1991 году по международное право, по защите прав народов и человека. Она была о остановлении палестинского государства. Это была моя книга. В процессе я у него спросил, как так получилось, Михаил Сергеевич, что СССР вы развалили? Он меня ответил, знаете, что сказал? Я ту ночь хотел арестовать Ельцин, Шушкевич и Кравчук. И хотел объявить, что они по пьянке решили делать переворот и разрушить страну. У меня сидел до утра в кабинете, Яковлев был идеолог партии, и сидел Шеварднадзе. Они меня отговаривали этого делать, сказали, если вы сейчас это сделаете, это будет отход от перестройки, она США разозлится, это. Я этого не сделал. Я в свою книгу недавно, у меня 2 года назад вышла книга на арабском языке о моей жизни. Книга называлась «Оливка в снегу». И я в свою книгу об этом говорю. И говорил. Пусть он говорил, что за Палестину был и так далее. Я ему организовал встречу с Арафатом даже в Палестине. Он ехал в Палестину после этого Горбачева. Но я ему не простил развал Советского Союза. Да, можно было строй устраивать хорошо. Вы разрешили церкви, религия хорошо. А почему страну надо развалить? За что? Это ведь Советский Союз, это русские строили. Эти республики, эти дороги, эти здания, эти города русские строили. Что Казахстан, что там Прибалтика, это все. Я же был в этих республиках. Я же везде был в экскурсиях, мне рассказывали, это кто строил, это русские, это кто... Все русское, а почему так надо отдать? Это, честно говоря, это для меня, это боль в мое сердце, что такая великая страна разрушили, и там остались наши граждане русские, где-то там их права попирают, где-то вот как на Украине, сколько там погибло, просто ни за что их жизни попортили. Где-то в Прибалтике, где-то... То есть это... Поэтому я рад, что сегодня в России есть мудрый лидер, сильный лидер, который осознает и понимает, что ни в коем случае нельзя повторить тот опыт развал СССР. С Россией нельзя так поступать. Он это очень хорошо понимает и осознает. Я надеюсь, что Россия еще крепкий станет. И хочу сказать, чтобы народ России должен всегда быть единым, вместе. Потому что объединенные народы, если они единые, их невозможно победить. Даже если на них бросишь ядерную бомбу, ты можешь убить, но не победить. Убить человека можно, но победить его нельзя. И поэтому, если просто расчленить, то можно победить. Создать конфликтные ситуации между ними и легко потом все, что хочешь от них взять. США, если с кем-то дружит, то конец этой стране. Вот они якобы друзья Советского Союза, так они делают все, чтобы разрушить. Они пытались во время Ельцина, вот друзья России, и начали полностью, чуть ли не колониями стали.
У них цель совсем другая. Что они сделали с Ливией? Нету страны. И гражданская война. Что с Ираком? Нету страны. 3 миллиона они убили, и нету страны. До сих пор прошло 20 лет, и даже питьевая вода нет в Ираке, свет нету. Богатейшая страна. Что они сделали с Афганистаном? Все, что строила Россия, СССР строил Афганистан, они разрушили. Просто разрушили. И так далее. Поэтому Россия это гуманизм, это страна, которая куда бы ни шла, она всегда строит и фундаментально делает. Не просто что-то вот поверхность, фундаментально, который годами, поколение от поколения для народа остается. Ну вот вы с выставкой приезжаете, по всей России ездите. Вот у нас сегодня это Барнаул. Вот цель этой выставки. Это посыл к миру. Мы говорим в начале было слово. Иисус Христос никогда не посещал Россию. Но такая любовь к Нему. Везде, куда не смотришь, Иисус, на груди у каждого человека. В каждый угол, любая комната, любой дом, любая улица, любое здание, любая административная, спальня, где угодно. Палестина присутствует. И вы знаете, на 140 лет, 2 года назад, императорское православное палестинское общество 2 дня подряд шли празднования. И под конец я подошел к Сергею Вадимовичу Степашину и сказал, что у нас выставка называется «Душа Палестина». Но 2 дня, послушав всех выступлений, я понял, что Палестина – это душа России. Я очень хочу, чтобы вы присоединили Палестину к России. Цель выставки – это укрепление многовековая дружба с Россией. Это посыл к миру, к дружбе, к справедливости на святой земле, к жизни без войны. Чтобы все были одинаковые, имели равноправие, чтобы любой человек... Палестина не принадлежит только палестинцам, она принадлежит всем верующим людям на земле. Она принадлежит любому христианину. Любому мусульманину это первая кибла ислама. И любой христианин, она страна Бога, это святая земля. Бог ее видел как святая земля. И на протяжении всей истории не было такого, чтобы один народ захотел только для себя. Вот всех я здесь выгоню, всех уничтожу, и только для себя. Вы понимаете, часто люди ошибаются, говорят конфликт. Палестино-израильский. Нет, там конфликт нет, там чисто истребление. Там как с индийцем Америка сделала, коренные жители Америки, индийцы. Они поехали туда, забрали эту страну у их коренных жителей и истребляли, больше 100 миллионов погибли. И они хотят так с нами. Я хочу сказать, вот вы сегодня мне провели экскурсию, рассказывали историю города. Мне приятно было слушать. Были в музее аптека горная. Это приятно. Аптека ваша старшая, чем Соединенные Штаты Америки. Любое дерево в Алтайский край, дуб, она старше, чем Америка. Ваш город старше, чем Америка. И было о чем рассказать. Они говорили, что как они лекарственные травы делали, как. Хорошо, я приехал в Вашингтон. Что мне расскажут? Американец говорит, вот у меня дед здесь истреблял, уничтожил индийцев, чтобы отобрал у них землю. А вот больше ничего, больше рассказов нет. Поэтому мы говорим, в начале было слово, а представьте, если представим к этой слову и картину. Вы можете представить, до чего дойдет. Слово, которое Христос больше 2000 лет назад сказал, начал с нее. На любой кладбище присутствует. На кресте Христа. Утешает. В печали утешает. В радости люди соединяет, объединяет людей. Палестина именно. Она страна мира. И ни одного дня ее народ не видел мир. А за что? За что? Что такое палестинский народ сделал? Почему я, человек, который имеет так же чувства, как любой
Если взять ножик, у меня видит такой же цвет кровь красный. У меня те же будет чувство боли, страдания, любви, как любой человек на свете. Почему я не могу увидеть массу уже четверть века? Не только я. Больше 13 миллионов палестинцев в такой ситуации, изгнанники. За что? Что мы сделали такого? Жизнь – это один миг. Я не заметил, как прошло больше 40 лет, что я живу в России. Почему надо людей в жизни травить жизни? Почему нельзя их любить, поддержать? Ведь, понимаете, если объединяются два добрых людей, они могут очень много добра делать. А если объединяются два злых, они могут и взорвать, и уничтожить, и убить, и разрушить все. Ведь первая родная у человека какая? Где первая родная у человека, знаете? Я вам скажу. Первая родная у любого человека – это живот его матери. Он там проводит от 6 до 9 месяцев. Он там живет, там питается. И только потом он выходит во вторую родину, где он рождается, где его предки родились. И первая родина его не оставляет. Она и молоком своим кормит. Она и переживает за него, она его и лечит, она его поднимает на ноги. Она его потом, вот он начал голову поднимать, вот он начал ползать, он начал ходить, она отправляет в садик, она воспитывает, она потом отправляет в школу, она дальше отправляет в институты, в университеты. И потом, бац, приходит один оккупант и застрелит в лоб ее сын. Так не только она. Там и бабушка помогала, и дедушка, и брат помог, и сестра, чтобы он стал человеком. В садике воспитали, в школе воспитали, учили, в институте. И все это, их труд, одной секунды уничтожит человека. Это что такое? В секторе Газа сейчас Израиль убил больше 150 тысяч мирных жителей. Поранил и убил более 70% из них женщин и детей. Превращал их дома в гробы. Как сказал Владимир Владимирович Путин, Газа стала самая большая кладбище в истории для детей. За что? Наш дом разбомбили. У меня родные, больше 40 человек остались под домом. И уже больше 160 дней их не могли вытащить, они разлагались. Даже по-человечески похоронить не удалось. За что? Для того, чтобы один народ только жил. Приехали из 110 государств мира. Они не знали иврит, начинают изучать иврит и говорят, это родина была наша. Мы отсюда уехали 3000 лет и теперь решили вернуться. Подождите, как понять была ваша? И как понять, мы уехали? А почему уехали? Раз это было ваша. Как уехали? Куда уехали? Это родина палестинцев уже 150 тысяч лет. Кто такие палестинцы? Это канане, филистимляне. Сегодня владыка Сергий об этом говорит. Открыл Палестину кто? Греки. 150 тысяч лет до нашей эры. Само название Палестины – это греческое название. Чем занимались палестинцы? Они были охотники, рыбаки, первая их профессия. 20 тысяч лет назад палестинцы стали строить городов крупных. Первый город в истории Иерихон. Сегодня об этом говорил тоже уважаемый митрополит. Второй город в истории был город Газа. Палестинцы 16 тысяч лет до нашей эры начали выращивать пшеницу. 12 тысяч лет до нашей эры стали содержать собак и использовать их в охоте. 6 тысяч лет до нашей эры палестинцы стали производить сувениры из ракушек и продавать их. Это культура, это история. Это глубокая история. Что потом, когда пришла иудейская вера, палестинцы сами, коренные жители, приняли эту веру, и их стали называть евреями. Хорошо? Но они же остались палестинцы. Через несколько веков пришло христианство. Эти же люди, которые приняли иудаизм, их называли евреи, приняли христианство.
Но они остались же опять палестинцы. Через 600 лет пришел ислам. Эти же люди, палестинцы, которые до этого были христиане, до этого были евреи, приняли ислам. Но они опять остались палестинцы. И здесь был закон. Ислам принимаешь, но ты не имеешь права отрицать христианство или ее не признавать. В дополнение можешь принять ислам. А если ты отрицаешь христианство, ты не мусульманин, ислам тебя не примет, не признает тебя. Это была религия как дополняющая. В ней закон жизни, шариат и так далее. Она 90% почти это христианство, ислам. Это просто там исключили свинина, чтобы не кушали люди, исключили там алкоголь. Вот такие вещи и какие-то законы жизни, как отношения в семье, как это. То есть она вот именно такая религия. Хорошо. Все, кто стал принимать иудаизм в мире, их стали называть евреями. И они собрались из 110 государств мира, не знают языка и едут в Палестину, говорят, это была наша родина. Подождите, это родина, да, тех евреев, которые не палестинцы, но не ваша. Вы из Африки приехали. Откуда ваша родина? Откуда? Вы приехали из Кореи, из Азии. Откуда? Вы никогда здесь не были. И еврейские сами поисковики, исследователи, они более 70 лет исследовали Палестину. 70 лет. И они сейчас говорят, мы ничего не нашли, которые доказывают, что мы когда-либо здесь были. Мы нашли и про Римскую империю, про Византию, про все нашли. Но чтобы были какие-то следы, что мы здесь когда-то были, нету. Мы ничего не нашли. Это даже, кстати, в интернете есть на русском языке. Вы можете искать и найти. Они об этом дают открытие, материал. Не палестинские исследователи, а сами еврейские. И сейчас они строят улицы только для них, дороги только для них, школы только для этой национальности, больницы, все что только для них. А когда это было? Россия, когда строила школы в Палестине еще 2-3 века назад, школы для всех. Наши деды, отцы учились в этих школах. Больницы для всех. Все для всех. А это не только для них. Взяли город Иерусалим, теперь еврейский должен стать. С какой стати? Это христианский город, это мусульманский город, но никогда не был еврейский город. Мы не против евреев. Мы сами бывшие по вероисповеданию были евреи. Мы не против. Мы за то, чтобы все люди жили в мире, в добро, в справедливости. Но мы не хотим остаться рабами оккупирования. Мы что, скоты, что ли? За что нас оккупируют? Мы в 21 веке. За что? За что загнали палестинцев? 2,5 миллиона беженцев загнали в секторы Газа. У вас здесь 168 тысяч квадратных километров площадь. Барнаул и Алтайский край. А город Газа, живут 2,5 миллиона, а город Газа 300 километров. И 2,5 миллиона беженцев загнали, отобрали их дома, их имущество, их городов и сел, и туда загнали. Окружили стеной гетто. Эти люди, они живут как? Они ужасной жизнью живут. Они каждый день выходят в демонстрации, хотим вернуться домой. Их бомбят с воздуха. За то, что они хотят домой. А куда домой? В свои города? Нет, у нас нарушится демография. Какая демография? Я хочу домой. Какая демография для меня? Мне плевать на вашу демографию. Мне домой надо. Вы террористы. Что это? Если человек хочет домой, значит террорист, что ли? Так получается, сейчас после того, как мы сейчас с вами закончим интервью, вы будете заниматься терроризмом, что ли? Домой даете, значит, вы террористка. Это отсутствие любая логика. Или как борьба Нельсон Мандела за то, чтобы право ходить в тот же туалет, или в тот же кафе, или в тот же школе, или в тот же институт. Негр и белый, его 27 лет давали. В тюрьме сидел. Его народ изгнали, убивали, уничтожали. И обвиняли, что он террорист еще. Он вышел из тюрьмы. И знаете, что сказал, когда победил в выборах? Когда ЮАР победила? Сказал, никогда ЮАР до конца не почувствует свободу, пока Палестина будет оккупирована. И сейчас ЮАР подавали в Международный суд
против Израиля за геноцид, за уничтожение, истребление целого народа. Просто поймите, цель нашей выставки – это мир, это дружба, это солидарность, это объединение людей за то, чтобы они жили в мире, без войны, без страха. Это укрепление, многовековая Палестино-российская дружба. Мы сегодня есть, завтра, может, нас не будет. Но наши народы должны дружить, должны друг друга узнать, изучать, должны любить. Россия признается Палестиной в любви уже более 1000 лет, когда она в церковь это делает, когда она в школах учит, когда она... Любой шаг в России связан с Палестиной. Как можно после этого не любить Россию? Как вам сегодняшнее мероприятие открытия выставки? Сегодня мероприятие открытия выставки 103 по счету, меньше чем за 3 года. Это исключительно историческое событие. Это впервые более чем за 1000 лет в истории Барнаул и Алтайский край открывается такая выставка «Святая земля Палестина» или «Душа Палестины», можно сказать, запятая Палестина в наших сердцах, потому что действительно Палестина в сердцах всех русских. И вы знаете, это войдет в историю. И те люди, которые этим занимались, и уважаемый митрополит, владыка Сергий, уважаемая Лариса Анатольевна, которая занималась этим вопросом, старалась скрупулезно, это все оценят, это войдет в историю, это все и поколения от поколения в поколение будут считаться этого дня, что была такая выставка, она будет расти, она будет развиваться, она будет распространять любви. Она будет распространять знания, смысл жизни, справедливость, чтобы люди были сплоченными. И я очень был рад сегодня, когда мы обсуждали и разговаривали с моим братом, я его назову братом, владыка Сергия, и когда решили с ним, что пусть будет 8 апреля, день дружбы народов Алтайский край и Палестины. Потому что кроме дружбы у нас другая цель нет. Кроме любви, радости, друг друга греть душой, у нас другая цель нет. Поэтому это историческое событие, которое будет иметь продолжение, и они будут знать в Палестине. Уже знают, уже мне пишут. Главный редактор газеты, центральной газеты «Новости страны» в Иерусалиме терепит, где статьи, где там... Все хотят, что за город, что за Барнаул, что за Сибирь, как вы там оказались, что там происходит. Отправляйте. Я ему пока ничего не отправил. Жду, когда вся информация соберу и отправлю. Об этом напишут в этих газетах, об этом будут знать все. Об этом ведут фильмы, которые будут смотреть от поколения в поколение. И единственное, что в этой событии все, это большое любви к России. Большое признание и большое желание укреплять этих многовековых отношений. Дружеских и прекрасных. يدخل آلاف الأطفال من كبروا الليلة في الخارج عدود البحر من الخارج أرجع في العتمة معهم نصمد ونقاتل لا نرحل ونقيم كشجر لا يرحل يدخل آلاف الأطفال من كبروا الليلة في الخارج عادوا كالبحر من الخارج أرجع في العتمة معهم نصمد ونقاتل لا نرحل ونقيم كشجر لا يرحل تقفون كشجر الزيتون كجذوع الزمن تقيمون تقفون كشجر الزيتون كجذوع الزمن تقيمون كالزهرة كالصخرة في أرض الدار تقيمون تقفون كشجر الزيتون كجذوع الزمن تقيمون كالزهرة كالصخرة في أرض الدار تقيمون في أرض الدار تقيمون كالزهرة
كالزهرة كالصخرة في أرض الدار تقيمون. وسلامي لكم وسلامي لكم يا أهل الأرض المحتلة، يا منزرعين بمنازلكم، قلبي معكم وسلامي لكم. وسلامي لكم وسلامي لكم يا أهل الأرض المحتلة، يا منزرعين بمنازلكم، قلبي معكم وسلامي لكم. والمجد لأطفال آتي، الليلة قد بلغوا العشرين، والمجد لأطفال آتي، الليلة قد بلغوا العشرين، والمجد لأطفال آتين، الليلة قد بلغوا العشرين. لهم الشمس لهم القدس، لهم الشمس لهم القدس، لهم الشمس لهم القدس، والنصر وساحات فلسطين. لهم الشمس لهم القدس، والنصر وساحات فلسطين. لهم الشمس